الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулилля, милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, продолжаем с вами наши уроки по тафсиру, то есть толкованию суры Аль-Кахф, пещера. И остается у нас последняя страница данной суры. Последнее, о чем мы с вами разговаривали, это была история великого правителя, мусульманина, который использовал те возможности, которые ему даровал Всевышний Аллах на пути распространения религии Аллаха Субхану ва Тааля, на пути совершения благих деяний ради довольства Аллаха. Зуль-Карнайн. И последняя история, связанная с ним, была о том, что он помог народу, который страдал от набегов другого народа, который именуется Я'джудж ва Ма'джудж, народ Я'джудж и Ма'джудж, которые нападали на других, убивали, грабили и промышляли таким образом разбоем. И Зуль-Карнайн, милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, соорудил стену, соорудил непреодолимый барьер из металла и расплавленной меди. И как он в конце сказал об этом, то что это сооружение лишь милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы это упомянули в качестве пути, которым должен руководствоваться человек, обладающий властью. Что каким бы могуществом он ни обладал, каких бы степеней не достигал, он должен всегда помнить, что все это, его величие, его власть, могущество, те великие свершения, которые он совершает, это лишь по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И Зуль-Карнайн, когда сделал это великое сооружение, непреодолимый барьер, он об этом напомнил, что это лишь милостью Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля мы способны совершить нечто подобное великое. И продолжая, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Вот этот аят, начало которого وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. В книгах тафсира есть несколько толкований. Первое из которых о том, что речь продолжается о народах Я'джудж и Ма'джудж и продолжает именно то событие, когда была стена воздвигнута. Аллах говорит: и мы оставили в этот день их, волнующихся друг над другом. То есть, когда стену воздвигли, этот народ прибыл и толпился у этой стены, никак не найдя способа его преодолеть. Толпился, волновался. Ямуч в арабском языке говорится волнение толпы или же волнение моря, бушующее море, волны. Морская пена, морские волны, они вздымаются друг над другом. И также, когда толпа людей собирается в одном месте, она подобна волне, неспокойной волне. Вот эта толпа людей, народ Я'джудж и Ма'джудж, был собран в этом месте. Этот великий, то есть обладающий могуществом народ, от которого все страдали в то время,
И получается, единственный способ от зла которых спастись, это было соорудить стену, огородиться от них. И вот этот народ, обладающий могуществом, Аллах Субханаху ва Тааля одним лишь своим повелением оставил на одном месте. И их волнение, их сила, могущество не могло им никак помочь преодолеть преграду, которую воздвиг Аллах Субханаху ва Тааля перед ними. И их волнение перешло друг на друга, конфликты и даже силы, злоба их осталась в них самих. И отсюда же другие виды толкования приходят, что мы оставим их волноваться, или же и они хлынут как волна в этот день. Тут другие ученые сказали, что подразумевается день пред наступлением судного дня. Как мы знаем из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед наступлением судного дня произойдут великие события, которые мы упомянули еще на прошлом уроке. Одно из которых – это разрушение данной преграды и набег, выход этого народа Я'джудж и Ма'джудж и распространение ими по всей земле нечестия и зла. Так вот же получается, ученые говорят, что подразумевается под словами Аллаха, и мы оставим их волноваться друг над другом, либо же именно в тот день, когда они пришли к стене и обнаружили ее, либо же мы оставим их волноваться и бушевать, и надвигаться в тот день, когда наступит судный день. И также есть, объединяют некоторые ученые, говоря, то, что как Аллах Субханаху ва Тааля собрал этот народ в одном месте, воздвигнув эту преграду, также Он способен собрать все свои творения в день суда. И в день суда творения воскресшие также будут, подобно волнам, толпиться, волноваться, толкаться. То есть некое сравнение событий будущего судного дня приводит. И мы тоже можем вообразить весь ужас того дня, судного дня, сегодня, видя скопление людей. Даже часто мы видим новости, где произошла давка по причине скопления людей, где умерло большое количество других. То есть это получается толпа, она стоит на месте, они возвышаются над друг другом, давят друг друга. И вот эта ужасная картина, подобно той, которая, как говорят ученые, будет и в судный день. Все люди от первого до последнего будут стоять на одной площади перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. И далее Аллах говорит: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. И протрубят в рог, и соберем мы их на общий сбор. Протрубят в рог. «Нуфиха фиссур». Сур переводится как рог, дуновение в рог. Это то событие, о котором нам сообщил Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, и об котором поведал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Именно дуновение в рог возвестит о том, что пришел установленный Аллахом срок. Как в другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. И протрубят в рог, и погибнут все те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого пожелает оставить Аллах. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. И затем будет второе дуновение, после которого они предстанут и будут смотреть, лицезреть. В аятах и хадисах тут упоминается два дуновения в рог. В первую очередь нужно сказать, что мы, сегодня мы не пользуемся рогом для передачи какой-то из сообщений или информации. Однако раньше в древности рог использовали для передачи сообщений разным концам войска, возможно, даже. Пару дуновений означает одно дуновение означает другое и так далее.
это использовали для извещения. Так вот же, здесь тоже будет рог, однако, что это за рог, какой это рог, как он выглядит, нам об этом не сообщено. И поэтому представить его мы тоже, конечно же, не можем. Это скрытые от нас знания. Однако мы должны верить в него, ведь о нем сообщено в Священном Коране и в достоверных хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Будет дуновение в рог перед наступлением судного дня. И с первым дуновением от его ужасающего крика все творения охватит страх, от которого они погибнут. Человек будет принимать пищу и, желая поднести очередную порцию, кусочек еды ко рту, он, услышав этот ужасный звук, его постигнет смерть. Другой будет заниматься другими своими повседневными делами. Однако эта смерть, она настанет каждого перед каким-то обыденным делом. Они не будут ожидать этого. И дунет в рог ангел по имени Исрафиль. Ангел по имени Исрафиль. Имя этого ангела упоминается в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда он делал дуа в ночном намазе и говорил: «Аллахумма рабба Джибраиля ва Микаиля ва Исрафиля, фатира ас-самавати валь ард, алим аль-гайб». О Аллах, Ты Господь Джибриля, Микаиля, Исрафиля, Творец небес и земли. Таким образом, он восхвалял Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в начале ночного намаза. И вот это имя Исрафиль, оно подтвержденное достоверными хадисами. И именно этот ангел дунет в рог, когда наступит обещанное Аллахом субханаху ва тааля время. Значит, с дуновением в рог, с первым, все творения охватит ужас, и они погибнут. И в аяте говорится, кроме тех, кого пожелает оставить Аллах субханаху ва тааля. Тут относительно того, кого же Аллах пожелает оставить, есть различные мнения среди ученых. Кто-то говорит, это уже те, которые умерли до этого, их уже не постигнет повторная смерть. Кто-то говорит, это некоторые ангелы, кто-то говорит, это обитатели рая, которые уже там находятся сейчас, из Гурий и другие. И затем что произойдет, когда все во Вселенной погибнет? Об этом нам поведал Абу Хурайра, радийаллаху анху, в хадисе, который передает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Байна нафхатайни арбауна». Между двумя дуновениями, первое – это когда все погибнут, второе дуновение, после которого все воскреснут. Он сказал: «Байна нафхатайни арбаун». Между двумя этими дуновениями 40. И тогда те, кто находился рядом с Абу Хурайра, спросили: «Я Абу Хурайра, о Абу Хурайра, а 40 чего? 40 лет?» Сначала спросили: 40 дней? Он говорит: «Абайту», я не пожелал им отвечать. Я не стал им отвечать. Они спросили: 40 лет? Абу Хурайра говорит: я не стал им отвечать. Они спросили: 40 месяцев? Абу Хурайра говорит: я не стал отвечать. И тут ученые говорят, возможно, две причины, по которым Абу Хурайра им не ответил в тот момент. Либо он вознамерился позже им дать ответ, либо же он сам не знал ответа на этот вопрос. Однако далее он говорит: «Ваябля куллю шейин миналь инсан», однако же все тело человека истлеет, илля аджба дhanнаби, кроме копчика. Кроме копчика. Фихи юраккабуль халку. От него заново будет собрано это творение. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. И затем Аллах субханаху ва тааля ниспошлет с неба дождь, и тела людей произрастут из-под земли, так же, как вырастают растения. Это достоверный хадис приходит в сборнике имама Аль-Бухари и имама Муслима.
И здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он описывает то, как произойдет воскрешение. Первое дуновение — все погибнет. Далее будет определенное время, срок, 40. Однако нам неизвестно 40 чего. Дней, недель, месяцев или годов. Но по истечении которого будет второе дуновение, как Аллах говорит в суре «Thumma nufikha fihi ухра», и далее будет, и потом будет другое дуновение, «Фаидахум қияму янзурун», и они будут стоя смотреть. После которого тела людей произрастут подобно растениям по причине дождя, и уже души вернутся в свои тела и воскреснут. И это не составляет для Аллаха субханаху ва тааля никаких трудностей. И в этом нет ничего удивительного. Ведь в суре Ясин Аллах субханаху ва тааля отвечает на вопрос тех, кто удивляется данному событию. И говорит, приводя слова неверующего, который явился к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, держа в руке истлевшую кость, и сказал: он сказал: кто же воскресит кости, когда они истлели? И Аллах субхану ва тааля, обращаясь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Куль юхйиха аллази анша'аха ауаля марра, ва хуа бикулли халкин алим». Скажи, воскресит их тот, кто сотворил их в первый раз, и он сведущ о каждом творении. И человек разумный, он понимает то, что тот, кто сотворил что-то из небытия, из пустоты, ему тем более никакой трудности не составит воскресить этого человека из его остатков. И для Аллаха субханаху ва тааля ничто из них не составляет трудности. Для него нет что-то легче, что-то тяжелее. Это лишь в нашем понимании. Однако Аллах субхану ва тааля аля кулли шейин кадир, мощен на всякую вещь. И вот, значит, этот аят суры Аль-Кахф, мы, приводя другие аяты из других сур, более детально разобрали. Возвращаемся к аяту суры Аль-Кахф. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. И мы оставили их волноваться друг над другом. И будет дуновение в рог, и мы соберем их вместе на великий сбор. Все творения будут воскрешены. Как Аллах субханаху ва тааля в другом аяте говорит, в суре Аль-Ан'ам: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Какое бы животное не было на земле, или же птица, которая летит по небу, порхая своими крыльями, это народы, подобные вам, творения, подобные вам. И мы не упустили в своем Писании ничего в предопределении. Аллах субхану ва тааля все заранее предписал. «Thumma ila rabbihim yuhsharun», говорит, и затем они будут собраны, воскрешены перед своим Господом. И вот этот аят явно дает знать о том, что воскрешены будут все творения, которые жили на земле до судного дня. Аллах субхану ва тааля воскресит всех. Людей, джиннов, животных, птиц и так далее. Однако же, говорится в других источниках, что после суда все эти творения, животные, которые были воскрешены, они превратятся в прах. Их Аллах субханаху ва тааля воскресит, но далее, после уже расчета, они все превратятся в пыль и прах. И увидев это, неверующий тоже пожелает быть одним из них. Как в суре Ан-Наба
Аллах Субхану ва Тааля приводит их слова: «Ваякулу л-кафиру я лайтани кунту тураба». И скажет неверующий в этот день: «О, если бы я был лишь землей, прахом». Видя то, что его ожидает, видя обещанное Аллахом Субханаху ва Тааля наказание и ужасы того дня, человек пожелает лишь превратиться в прах, чтобы не коснулась его жизнь дальнейшая. Однако Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва'арадна джаханнама йоумайзин лиль-кафирина арда». Мы уже продолжаем суру Аль-Кахф, возвращаемся. И мы в тот день ясно покажем джаханнам, ад, лиль-кафирин, неверующим. Они в день воскресения, в день суда, они увидят его воочию, этот ад, в который они не верили, которого не боялись, который считали ложью и небылицами, и выдумками, насмехались. И вот он перед ними. Они увидят его еще до того, как в него войти. И как ученые говорят, мудрость в том, что эти люди, их еще впереди ждет тяжелый, суровый расчет. Но они уже знают, что их ждет. Это джаханнам, ад, вечное наказание в этом огне. Сам суд страшен. Само стояние перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля для отчета за проделанные тобой дела, сказанные тобой слова, он устрашает человека. А еще когда он видит, что после этого суда ожидает его, уже лишает его всякой надежды. И Аллах говорит: «Ва'радна джаханнама йоумайзин лиль-кафирина арда». И мы покажем ад, ясно его, неверующим. Далее. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. И неверующие, Аллах описывает их. Те глаза которых застилала пелена, преграда от поминания нас. Они не могли видеть. Точнее, они видели своим зрением, но не видели это своими сердцами. Аяты Аллаха, то есть Его знамения. Знамения в творении небес и земли. Знамения в творении самого человека. Даже сегодня, когда люди изучают различные науки, раскрывающие сложность данного мироздания, науки, раскрывающие сложность строения самого человека, они удивляются этому. Но они не признают Творца, а называют это различными словами, вроде природы. Так распорядилась природа. Ведь скажи, а не Творец, это уже приведет к определенным обязательствам. Подмена терминов, она, несомненно, приводит к различным результатам. И таким образом Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что послужило причиной их неверия. И как итог возвращения и как итог их попадания в адскую обитель, то, что их глаза застилала пелена, они не видели, преграда была. Не могли понять, не хотели видеть. «Ан зикри ва кану ла ястати'уна сам'a», и также они не могли слышать. Когда их увещевали, когда им объясняли, когда их призывали, они не могли этого слышать. То есть они слышали, но не воспринимали эти слова. Слух их не воспринимал. И Аллах Субханаху ва Тааля подобного значения приводит аят в суре Аль-А'раф и говорит: «Валякад зарa'на ли джаханнама кафиран миналь джинни валь инс». И мы
бросили, либо уготовили и привели в Джаханнам, в ад, множество джиннов и людей. Многие джинны и люди были брошены в ад. Почему? لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Ведь у них были сердца, которыми они не понимали, не разумели, не размышляли. У них были глаза, которыми они не видели, и уши, которыми они не слышали. И далее Аллах говорит: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Продолжая описывать этих неверующих, он говорит: разве полагали неверующие, что они смогут взять рабов моих покровителями помимо меня? Воистину мы уготовили для неверующих ад, обитель адскую. Разве полагали неверующие, что они приобретут покровителей в лице моих рабов, помимо меня? Это вопрос с упреком и предостережением. Указывая на то, что те, кто поклоняются помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, они взяли себе в качестве божеств рабов Аллаха. И все в этом мире являются рабами, творениями Аллаха, как в суре Марьям Аллах говорит: «Ин куллу ман фис самавати валь арды илля ати ар-рахмана абда». Воистину все, кто на небесах и на земле, явятся к милости Ему лишь будучи рабами. Все в этом мире — это лишь творение Аллаха и Его рабы. И те, кто обожествляют кого-то помимо Него, обожествляют кого? Обожествляют рабов Аллаха Субханаху ва Тааля. И этого достаточно для понимания ошибочности их пути. Ведь религия ислам, она призывает к обожествлению Творца, Создателя всего сущего. А есть те, которые обожествляют творения помимо самого Творца. И обожествляя их, эти творения, они возвышают на уровень Творца. Тот, кто обожествляет творение, тем самым своими действиями обожествляя, он, получается, возвышает это творение на уровень Творца. Он раба делает кем? Господом. И этого достаточно для понимания даже таких элементарных примеров. И поэтому Аллах говорит: они взяли моих рабов божествами, покровителями помимо меня. Как же можно взять другого раба, другое творение себе божеством? Оно такое же творение. Что бы это ни было, будь то небесные тела, будь то какие-то животные, какую бы оно пользу людям не приносило, оно остается и будет лишь рабом Аллаха и Его творением. Другие люди, возможно, какую бы святость человек не имел, будь даже пророком или ангелом, он остается лишь рабом Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Его творением. И одно творение не может обожествлять другое творение. Творение обожествляет лишь Творца. И это единственный правильный, разумный итог. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна ширка ля зульмун азим», воистину ширк, многобожие, язычество, обожествление кого-то помимо Творца Аллаха, это есть великая несправедливость. То есть творение, вместо того, чтобы благодарить Творца, который создал его, дал ему все условия для существования, одарил всем, он начинает благодарить другое творение, подобное ему. Это есть, конечно же, заблуждение и несправедливость.
И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: разве полагали неверующие, что они смогут взять покровителями моих рабов помимо меня? То есть это им не принесет никакой пользы, ведь они являются такими же рабами, как и вы. И никак тебя не спасут, никак тебе не помогут, никак тебя не защитят в день суда, когда коснется наказание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И мы уготовили джаханнам, ад, адский огонь для неверующих обителью и местом пребывания, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله